Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. 4 районам Якутии поручено убрать сухостои и бесхозные сооружения. Озвучим свежие данные по лесным пожарам. План по заготовке сена в Алекминском районе выполнить не удастся. Это подтвердил выезд на угодье. Засуха не дает подняться траве. Чурапчинский институт физкультуры и спорта начал готовить тренеров по масс-рестлингу для российских регионов. 4 районам Якутии, где бушуют лесные пожары вблизи населенных пунктов, поручено убрать сухостои и бесхозные сооружения. Они представляют опасность для распространения огня. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников на брифинге по лесопожарной обстановке. На сегодня, по данным регионального оперштаба, действуют 308 природных пожаров, тушат 79. За прошедшие сутки ликвидировано 18 очагов, обнаружено 21. Всего в борьбе с огнем заняты 2700 человек и более 300 технических средств. Также на борьбу с лесными пожарами в Якутии прибыли 810 огнеборцев из других регионов страны. С начала пожароопасного сезона в Вилюйском районе зарегистрировано 29 лесных пожаров. Из них ликвидировано 23. Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе тушение лесного пожара, расположенного на севере Хагынского наслега, приостановлено. Связано это с удаленностью очага от населенного пункта. В настоящее время на территории Вилюйского района действует 6 лесных пожаров. Из них в Чачунском наслеге 2, Халбакинском наслеге 1, Бекчагинском 1, Кыргыдайском наслеге 1 и в Баргонском наслеге 1. Причинами возникновения лесных пожаров явились грозовые разряды, так называемые сухие грозы. На тушение лесных пожаров задействовано всего 136 человек, из них ПХС ГАО «Якут Лесоресурс» 12 человек, местная ДПС авиалесохрана 13 человек, федеральный резерв ДПС 33 человека, мобилизованное население в количестве 78 человек. Сейчас к эпидобстановке 97 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает оперштаб. Из них в Якутске 52. В Нерюнгринском районе 6, по 5 пациентов в Мирнинском и Вилюйском, по 3 в Ленском, Амгинском и Жиганском. Еще в 14 районах 1-2 заражения. Особая сложность с въездом вахтовых и сезонных рабочих в Якутию. Республиканским оперштабом поручено Министерству промышленности и геологии усилить контроль за въездом рабочей силы в строительную и добывающую отрасли. Сегодня решением оперативного штаба еще раз будет обращено внимание на усиление работы Министерства промышленности Республики по приезду непосредственно граждан, работающих как по линии непосредственно строительства наших объектов, так и на добычных предприятиях. Усиление контроля за прибытием вахтовых работников, и сезонных работников, которые работают на территории республики. Акционерное общество «Водоканал» объявляет для горожан акцию «Сделай прививку, снимем пени полностью». Условия участия – предъявить сертификат о прививке против ковид в одном из отделений Сбербанка, свериться с суммой задолженности за услуги водоканала и оплатить ее. Всем потребителям, выполнившим перечисленные условия, спишут пени полностью. Акция действует до 15 сентября этого года. По рекомендации правительства Республики Саха-Якутия акционерное общество «Водоканал» объявило акцию с 5 июля по 15 сентября при оплате услуг водоканала полностью снять пени нашим потребителям, которые находятся на прямом договоре, непосредственном способе управления и частному сектору. Акция проводится в целях стимулирования населения против коронавирусной инфекции. В Амге начались работы по восстановлению старого русла речки Крестях. Протяженность речки 41 километр. Она изменила свое русло более 10 лет назад. С тех пор нарушилась экология речки Крестях, ухудшился рост сена на угодьях, сбор дикоросов, гнездование птиц, а также нерест рыбы. Амгинская инспекция экологии организовала комиссию, где обсуждаются вопросы по восстановлению речки. В проекте также будут участвовать ученые Якутии, учителя и учащиеся экологического клуба «Адонис» Амгинского лицея. Они с 2018 года изучают флору и фауну данной речки. Сейчас на сельском уровне вот этой комиссии, посовещавшись, решили
на этом участке снизить скорость течения реки, чтобы вот не смывало вот эту насыпь, а вместо этой насыпи возвести дамбу, которая будет возвышаться над коренным берегом и будет капсулироваться бетоном, армироваться, капсулироваться бетоном. План по заготовке сена в Алекминском районе выполнить не удастся. Это подтвердил выезд на угодье. В этом году травостой неважный, засуха. Кроме этого, в ряде наслегов нашествие саранчи. Елена Фаст подробнее о проблеме. Выезд большой группы специалистов на сенокосные угодья подтвердил грустные прогнозы. Из 16 тысяч тонн сена по плану на Алекминский район. В лучшем случае получится заготовить 10 тысяч. Засуха не дает подняться траве. Вот сами видели, да, вот сегодня где наверное, вот сток, которого в прошлом году мы здесь, например, вот 3 до стока заготавливали, да, достоговали, то сами знаете, вот травостой какой. Вот очень во многих участках вот такая. Ну, большинство участков вот такая. Но где-то есть участки, которые можно застоговать, но это уже 2-3 раза меньше объема, чем в прошлом году, это уж точно. Такая ситуация во многих наслегах, а усугубляет дело нашествие саранчевых. Амунко, село Алекминское, Бабагинский наслег, Кячинский наслег. Первый это погодные условия, это первый. Второе это у нас саранча, вот то, что мы видели на сегодняшний день, да, ездили, смотрели. По саранче тоже у нас очень большие проблемы. С прошлого года мы с этим боремся, но здесь надо, конечно, подойти не просто так опрыскивателем, да, который вот здесь Россельхозцентр нам предлагает, конечно, надо, но здесь надо подойти больше комплексно по всему району. Работа проводилась, но это капля в море, поясняет специалист. Дедовские методы сельхозпал запрещен, остается химия. Очаги саранчи были обнаружены в Кыласском наследии, Улхан-Мункунском наследии, Инкюрском наследии, Первом Нерюктяе, Абаге. Меры борьбы существуют, рекомендации мы давали всем наслегам, специалистам отделов. Меры борьбы – это вспашка, дискование, но самый эффективный метод мер борьбы – это химический метод. Обработка инсектицидами. В частности, обрабатывали инсектицидным препаратом кинфос. Руки не опускаем, добавляет начальник управления. Будут организованы мобильные бригады для работы на отдаленных участках. Но это, опять же, удорожание в разы. На тех населенных пунктах, где есть более-менее еще есть травостой, туда будем направлять мобильные бригады. Конечно, есть расходы, которые будем, тоже по возмещению или хотя бы финансовые затраты, которые надо нести по транспортировке, по созданию мобильной бригады. Вот по этому направлению будем работать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Завершается первая смена в детских летних лагерях. Так, на период первого сезона открылись порядка 270 лагерей. Из них 20 труда и отдыха, 227 дневного пребывания и 22 стационарных в закрытом режиме. Удалось охватить 11 тысяч детей. При этом на вторую смену запланирована работа 218 лагерей с охватом более 8,5 тысяч ребятишек. Всего на работу в первую смену было привлечено почти 2000 сотрудников. Из них 92% вакцинированных, остальные имеют медотвод. На сегодня, согласно всем требованиям Роспотребнадзора, разрешается, значит, в наших стационарных лагерях работать в закрытом режиме. То есть сотрудники и дети проживают все 21 день непосредственно в лагере. И наполняемость лагеря составляет где-то примерно 75% от проектной мощности. Всего по линии Миноборнауки Якутии организуют отдых более 800 детей за пределами республики. Из них 413 за счет госпрограммы развития образования с полной оплатой стоимости путевки. Кроме того, формируются группы детей для направления их на отдых по разным направлениям в Сочи, Анапу и Приморский край. Для обеспечения безопасности детей и Минтрансом отработана схема организации зеленых коридоров. Значит, на бесплатные путевки каждый родитель может записаться на образовательном портале «Е-услуги образования» через личный кабинет государственной госуслуги. Каждый подает заявление.
и может записаться на все 3 смены в любой лагерь именно на совершенно бесплатной основе. У нас еще есть места на 2-ю, 3-ю смену стационарных оздоровительных лагерей. Чурапчинский институт физкультуры и спорта начал готовить тренеров и преподавателей по масс-рестлингу для российских регионов. Первыми выпускниками стали жители Москвы. Как проходила учеба у столичных студентов, знает моя коллега Айсана Бурнашова. Обучение у нас проходило в дистанционном формате. Первый этап обучения проходил в феврале, с 1 по 13 февраля. Затем мы проходили практику. Затем обучение продлилось в апреле. И в мае, в июне мы писали выпускную квалификационную работу. Базовые основы масс-рестлинга, теория физической подготовки, методика перетягивания палки и многие другие дисциплины. Всего за 5 месяцев Дарья прошла полный курс переподготовки и пришла к своей мечте. Получила диплом тренера по масс-рестлингу. В этом виде спорта Дарье менее 4 лет, но за плечами уже громкие победы. 3-е место на чемпионате России 2019 года. Серебро 2-го этапа Кубка мира в Польше. Девушка даже выполнила норматив мастера спорта по масс-рестлингу. Теперь с дипломом гособразца девушка планирует заняться уже тренерской деятельностью. ВКР у меня был на тему обучения приему стойка на этапе начальной подготовки. То есть для спортсменов, которые только-только начали заниматься масс-рестлингом. Хочу немножко еще структурировать и углубить свои знания по физиологии, по анатомии, по биомеханике. И затем в дальнейшем, конечно, скорее всего, перейду в эту деятельность. 3-этапное обучение через Moodle и Zoom. Программа, рассчитанная на 756 часов. Вместе с Дарьей среди первых выпускников и Аял Решетников. Экзамены сдал на отлично. По его мнению, дистант открывает новые горизонты не только для масс-рестлеров, но и для всего вида спорта. По масс-рестлингу преподаю только в Якутии, СВФУ и Чевкис, да. А вот этот новый формат, он дает возможность из любых регионов России обучаться дистанционно. И это, думаю, даст очень хороший результат для развития данного вида спорта. Всего же обучение прошли 40 слушателей из 24 регионов России. Некоторым еще предстоит защитить свои выпускные квалификационные работы. Программа переподготовки проходит в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Организаторы уверяют, что первым потоком выпускников курсы не ограничатся и продолжат свою работу. Я считаю, что 40 человек – это цифра очень маленькая, потому что мы уже сейчас разрабатываем проект дальнейшего обучения. Количество возрастет, потому что у нас страна очень большая, регионов очень много. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это вся информация. Оставайтесь на нашем канале.